Поддержка бизнеса и меры по сохранению занятости как раз отражают предложения, закрепляющие в Конституции права человека труда. Беспрецедентные выплаты семьям с детьми говорят о том, как государство заботится о подрастающем поколении. Наконец, то, как система здравоохранения справляется с вирусной угрозой, говорит уже о доступной медицинской помощи. Предложенные поправки в Конституции, по мнению общественников региона, как нельзя востребованы. В числе прочих есть поправки, касающиеся создания благоприятных условий для жизни и жизнедеятельности населения. Я считаю, что эти поправки, они усилят требования к руководящим работникам со стороны населения, требования, которые должны будут исполняться руководством, чиновничеством и всеми ответственными лицами. Требования, поправки, заложенные в Конституцию, они повышают уровень требований к исполнителям тех вопросов, которые касаются создания условий для жизнедеятельности населения. Новый вирус изменил мир, и Россия не исключение. Все мы постепенно начинаем строить планы с учетом новой реальности. И поправки в Конституцию – это как раз о будущем. Наверное, поэтому результаты недавнего опроса в ЦИОМ показали, что более 60% наших соотечественников готовы изменения поддержать. Половина опрошенных считают важным снять ограничения для занимавших и занимающего должность президента участвовать в выборах главы государства в 2024 году. А некоторые поправки поддерживают больше 90%. Прежде всего, это гарантии суверенитета и территориальной целостности страны. Для Магомеда Сагова важнее всего изменения в части культурной составляющей. Очень хорошо понимаю вот эту ситуацию и очень рад тому, что в Конституции будет закреплено, что культура в Ингушетии является его уникальным наследием, его многонационального народа. А именно ингушский народ – это народ, который дал миру башенную культуру, материальную культуру, духовную культуру. Поэтому эта президентская поправка, согласно которой будет признаваться культура уникальным наследием его многонационального народа и будет поддерживаться и охраняться государством, это радует. Почему? Потому что наконец-то, может быть, наши башни восстанут. Не будут лежать, как сегодня, в руинах, в плачевном таком состоянии. И вместе с этим, что государство впервые предлагает поправки по сохранению языков народов нашей страны, великой страны, и это тоже радует. Почему? Потому что в языках тоже сохранение культуры, в языках. Социальный пакет, касающийся детей, пенсионеров, медицины, минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, поддержка предпринимательства и гарантии для человека труда. Прежде всего, граждане получат новые социальные гарантии, которые были невозможны в 1993 году. Пенсионный возраст, пенсионеры, льготы, кадар докка хамажда, судина хадах, где массовые изменения, они сухули, вы даху должно хама, дикхуда, вы шахсы дохкиди, что хамдарсы дихар деди, мягкошка, вы бахар бош, галашка, маснигали, судина, выборы, кадул, голосовать ди, поправка изменений, что это должно, а мы цун голосование, они еще что-то олда маргивай, это бабас массанеди. Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак – это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики России, поэтому прийти и сказать «за» или «против» поправок очень важно. Хотелось бы выразить пожелание и призывать наше население участвовать в выборах. Выбор за вами, выбор за нами. И наше голосование имеет серьезное значение для дальнейшей жизни населения Российской Федерации. Все поправки, которые будут вноситься в
Конституцию Российской Федерации коснутся каждого гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, поэтому все имеющие право голосовать должны принять в этом голосовании участие. Центр избирком уже продемонстрировал строгие санитарные стандарты, по которым будут работать избирательные участки по всей стране. Эксперты отметили, что это будет безопаснее, чем в магазин сходить. Мы предусмотрели, предлагаем провести голосование не только в тот день, дату которую вы назначите, но и в течение 6 дней до этого основного дня голосования. Президент России призвал глав регионов обеспечить безопасность и удобство голосования. Обратился и к гражданам, напомнив, что речь идет об основном законе, который будет определять жизнь нашей страны, наших детей сегодня и в будущем. Будет усиливать социальные гарантии и трудовые права, определять наши отношения с другими странами в будущем. Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие. Голосование было отложено на неопределенный срок, но пандемия лишь укрепила россиян в уверенности. Как в обычной практике ЦИК, будет возможно досрочное голосование. Это тоже поможет минимизировать контакты людей 1 июля. Эту дату одобрили и в Роспотребнадзоре, ведь меньше чем за месяц до голосования можно еще больше стабилизировать эпидситуацию. Зелимхан Калоев, Тамерлан Ушахов, Новости 24.